Менее чем за год выездные заседания членов Общественной палаты Республики Башкортостан стали уже традиционными, а для местных жителей, для жителей нашей республики привычными. Давайте об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Даниил Абдрахманов. Даниил Мулерович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня с вами говорим о том, что новому составу Общественной палаты Республики Башкортостан года еще нет. Буквально чуть-чуть еще осталось, но пока нет. Но за этот период были внедрены новшества, и в том числе выездные заседания. Причем, по-моему, все лето вы и по Зауралью ездили. Сейчас мы без конца в новостной хронике видим о том, что есть выездные совещания в разных районах. Расскажите об этой новой практике. Почему ее решили применять? Седьмой состав Общественной палаты работает с декабря прошлого года. Безусловно, мы продолжаем те традиции в работе Общественной палаты. С этого года решили активно посещать муниципалитеты лично. Очень часто сталкиваемся с тем, что обращения из самых дальних уголков республики, зачастую мы понимаем, что они легко должны быть решены на местах. Поэтому мы предприняли вот такой проект по, во-первых, перезагрузке местных муниципальных палат, потому что в каждом муниципалитете есть своя общественная палата, и она должна работать активно. Поэтому мы, приезжая, на своем примере показываем и общественной палате муниципалитета, и администрации, и жителям, и активным представителям некоммерческого сектора, как нужно взаимодействовать между собой. И задача по выездам – это задача посетить каждый муниципалитет, посетить его не один раз. И мы говорим о том, что эти выезды будут регулярными. За рядом районов у нас закреплены уже конкретно члены Общественной палаты, которые взяли вот на себя такую миссию курировать тот или иной район. И нужно сказать, что прям с первых выездов мы видим очень хорошие результаты. Есть общественные палаты в муниципалитетах, которым, знаете, помогать не нужно. Они активные, они очень много проектов реализуют, все очень здорово. Есть, наоборот, палаты, которые работают не очень хорошо, в силу тех или иных обстоятельств. Но сейчас я должен вам сказать, что таких палат практически не осталось, и то количество проектов, которые они реализуют, те проблемы, которые уже решены. А вы знаете, бывает очень здорово и приятно, когда мы приезжаем, например, во второй, в третий раз, люди узнают, люди улыбаются, люди благодарят, потому что целый ряд проблем, которые не были решены, какие-то уже довольно-таки продолжительное время, они, если не решены, то, по крайней мере, уже сдвинулись с места. Вот с какими основными вопросами обращаются жители? Вот вы сейчас говорите, что есть проблемы, которые, если не решили, то они близки к своему решению. По крайней мере, есть выход из этой ситуации. Какие это вопросы? Вопросов на самом деле много. Это традиционные вопросы и с дорогами, и с жилищно-коммунальными услугами, жилищно-коммунальным хозяйством, получением услуг инвалидами, участниками специальной военной операции. Вопросы самые разные. Вот все многообразие социальных проблем, которыми занимается наше правительство, его социальный блок, они представлены. Вот я приведу пример. Например, в Хайбулинском районе мы узнали, причем случайно не от самого заявителя, а от его соседа, что участник специальной военной операции длительное время не может получить протез. Вот когда мы приехали менее чем через месяц в тот же Акъяр, данный наш герой уже был с протезом. И нужно сказать, что да, некоторые вопросы одномоментно их не решишь. По тем же дорогам мы понимаем, ситуация какая. Однако люди видят, что их слышат. Мы, получая информацию из профильных министерств, ведомств, доносим до населения, когда, в какие сроки та или иная проблема будет решена. И вы знаете, очень часто бывает так, что, поначалу люди ведь с недоверием относятся, а потом, когда вот так посидишь, пообщаешься, покажешь, что ты приехал с добрым сердцем, действительно с намерением помочь, люди говорят: да мы знаем, мы понимаем, мы же видим, что вот что-то сдвигается, есть конкретные сроки, и благодарят за то, что их услышали. Это вот, вы знаете, очень важно, потому что
Люди ведь на самом деле видят, какая огромная работа у нас и в стране, и в республике проводится. А вот когда выстроен вот этот диалог, то получается так, что вот, ну, какое-то недовольство, все же недовольны сроками, так ведь? Хочется ведь, чтобы было готово уже сейчас, ну или, по крайней мере, завтра. Поэтому, когда вот этот диалог, в том числе на местах, выстраивается, это приводит и к снижению напряженности, и к тому, что люди, знаете, вот, может быть, от такого негатива они уходят в позитив. Мы ведь, когда приезжаем, мы привозим с собой специалистов нашего ресурсного центра Общественной палаты, которые учат неравнодушных граждан, как создать некоммерческую организацию, как созданной некоммерческой организации подать заявку на грант на получение финансирования на реализацию своего проекта. И видим, что люди крайне заинтересованы. То есть зачастую ведь мы эту заявку смотрим, мы ее сопровождаем и видим, как уже полученные финансовые средства, они используются. Я приведу такой пример. У нас есть, понятно, города, районы, лидеры по подаче заявкам на гранты, по выигранным финансовым средствам. И, понимаете, то зачастую это десятки, где-то даже сотни миллионов рублей, которые дополнительно вот к бюджету муниципалитета приходят и позволяют решить ту или иную проблему. Где-то работа пока выстроена не очень хорошо. Но, опять-таки, вот небольшой пример приведу. Одна молодая женщина, предпринимательница, молодая мама столкнулась с тем, что вот в ее населенном пункте в селе не было центра развития для ребенка. Она говорит, я вот была в крупных городах, там много развивашек, я захотела подобное для своего ребенка. Она выиграла грант, арендовала помещение, обустроила его и запустила вот этот важный, интересный социальный проект. И жители ее села, а зачастую даже там и за 10, там за 15 километров люди возят, пожалуйста, да, проект после того, как уже грант закончился, он стал жить своей собственной жизнью. Соответственно, данный населенный пункт получил вот такой важный, интересный, нужный проект. Ну и вообще Республика Башкортостан, насколько я понимаю, по числу заявок, поданных на грант, фонд президентских грантов России, я правильно понимаю, лидирует в числе лидеров? Наша республика лидирует с таким заметным даже опережением от других регионов. И нужно сказать, что вот и некоммерческий сектор нашей республики, здесь мы, наверное, и про свою работу должны сказать, то, что ресурсный центр у нас активно работает. Мы показываем, какие есть грантовые конкурсы, как подать заявку. Соответственно, люди видят, понимают, появляется у них своеобразный вкус. Но сейчас ждем результатов, потому что одно дело это количество поданных заявок, другое дело это количество уже выигранных грантов. Ну и, насколько я понимаю, Общественная палата Республики Башкортостан ведет активную жизнь не только в пределах республики, но еще и встречаетесь с коллегами на федеральном уровне, из других регионов. Расскажите об этом опыте. Вот, что полезного отдаете от себя и что получаете взамен? Задача наша основная, конечно, работать с населением республики, внутри республики Башкортостан, но без общения никуда. Регулярно проводится на федеральном уровне форума сообщества. Мы общаемся с нашими коллегами. Это возможность где-то подсмотреть какие-то интересные программы, какие-то наработки. Есть рейтинг общественных палат, где наша республика также прочно занимает место в десятке. Вот по ряду показателей мы, например, поднялись с 11 на 9 место. И вы знаете, что очень приятно, когда коллеги из других регионов, недавно вот ко мне обратилась председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа, они ряд наших наработок, вы знаете, даже 5-летней давности посмотрели, и она прям так и говорит, вы знаете, там ничего не нужно дорабатывать, нам так все нравится, пожалуйста, разрешите, мы будем использовать. Мы, безусловно, идем навстречу и можем сказать, что вот тот наш опыт общественников и в том числе предыдущих лет, он используется в том числе на благо всей нашей страны. Даниил Мавлиярович, вот когда есть уже такой бэкграунд, когда уже есть такой наработанный опыт, к чему стремимся сейчас, какие планы на будущее? Вы знаете, нам хотелось бы, чтобы наша палата продолжала бы быть такой площадкой для диалога, для взаимодействия, потому что одно дело это решение проблем, а другое дело это понимание того, как и куда мы будем двигаться.
У нас в республике Общественная палата наделена правом законодательной инициативы, и я думаю, вот увидев, как мы работаем, мы сами, может быть, обозрев вот всю ту совокупность проблем в рамках комиссии Общественной палаты, мы будем предлагать, а как же нам дальше действовать. Мы говорили и чуть меньше года назад, что, может быть, какие-то новые цифровые инструменты у нас должны появляться. Понятно, что это все вложения, но, я думаю, во взаимодействии, в том числе с органами республиканской власти, у нас все получится. Даниил Мавлиярович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, что делает новый состав Общественной палаты Республики Башкортостан, уже практически год, который действует, и какие перспективы на будущее. Спасибо огромное. Спасибо большое. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.